Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Федеральная поддержка около 3 миллиардов рублей направят на ремонт школ в Якутии. Алроса планирует восстановить рудник «Мир», когда на знаменитой трубке вновь начнется добыча алмазов. Смотрим дома. Якутский фильм «Ит» в скором времени появится сразу на 3 платформах. Ежегодное январское совещание педагогических работников республики стартовало в Якутске. Основная тема мероприятия – качество образования и методические аспекты. Программа совещания разделена на 3 трека: объективно ориентированное программирование как инструмент совершенствования образования, создание условий реализации обновленных программ и реализация требований к образовательным результатам. 3 трека будут реализованы по всем уровням образования и пройдут в формате методического семинара, онлайн-лекции, круглого стола, проектной сессии на 69 площадках. Итоги мероприятия подведут 31 января. Упор будем делать, на социально-экономическое развитие, или иными словами, понимание такое влияние образования на социально-экономическое развитие региона. Как раз таки об этом мы будем обсуждать в рамках январского совещания. Здесь основное внимание уделяется формированию функциональной грамотности обучающихся. Что такое функциональная грамотность обучающихся? Это получается применение полученных знаний в жизни. Вот это самая такая составляющая человеческого капитала. Якутия получит 3 миллиарда рублей на ремонт школ в районах республики. Средства направят из федерального бюджета. Об этом сообщил Айсан Николаев на январском совещании работников образования республики. По словам главы региона, на ремонт школ в районах из федерального бюджета будет выделено порядка 2 миллиардов 900 миллионов рублей. На эти средства планируется провести капитальный ремонт 58 школ в 25 районах и городских округах. Якутия обеспечит рост промышленности на Дальнем Востоке более чем на 30% за 3 года. В соответствии с прогнозом Восток Госплана за 3 года объем производства в ДФО вырастет на 16,3%, почти до 6 триллионов рублей в 2024 году. Более половины общего прироста обеспечит промышленный сектор 3 регионов, в том числе Якутии, порядка 30%. Связывают такие показатели с ростом добычи углеводородного сырья на Чаендинском месторождении, а также угля, алмазов, цветных и редкоземельных металлов. Между тем, Алроса планирует принять положительное решение по восстановлению рудника «Мир». Об этом сообщил замгенерального директора компании Алексей Филипповский. По его словам, экономика восстановления рудника позитивная. В прошлом году там завершили бурение глубоких скважин, что позволило провести доразведку глубоких горизонтов месторождения. В случае положительного решения по восстановлению рудника работы на нем начнутся не раньше 2025-2026 годов, а соответствующие капитальные затраты могут составить до $1,5 миллиарда. Отметим, рудник «Мир» находится на консервации с августа 2017 года. А в 2025 году планируют запустить вторую очередь фабрики «Наглинская». Компания «Колмар» подписала договор с китайской компанией на проектирование, поставку и пусконаладку технологической линии второго этапа обогатительной фабрики «Наглинская-2», сообщает пресс-служба предприятия. Благодаря китайским партнерам компании «Авик Мэйлинь» всего за 10 месяцев выросла 6-миллионная обогатительная фабрика «Денисовская», а в 2020 году запущена первая очередь 12-миллионной фабрики «Наглинская». Совместный запуск и эксплуатация 2 проектов позволили быстрее контрактных сроков вывести фабрики на гарантийные показатели, отметила председатель Совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева. Вырастут в Якутии объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Перспективы развития специализированных служб кардиологической, онкологической и инфекционной рассмотрели на совещании у главы Якутии. Кардиососудистый центр должен стать головным учреждением единой системы кардиологической службы. Большой объем задач предстоит решить в развитии инфекционной службы региона. В республике имеется только детская инфекционная больница, а нет отдельной инфекционной больницы для взрослого населения.
Для решения задач необходимо создание головного учреждения – Республиканской инфекционной клинической больницы. Айсен Николаев отметил, что развитие специализированных служб будет способствовать внедрению и увеличению объемов высокотехнологичной медицинской помощи и поручил рассмотреть вопрос дополнительного финансирования этих направлений. Вместе с тем, количество центров амбулаторной онкологической помощи вырастет в республике к 2023 году. Об этом также сообщил на совещании Айсен Николаев. Хорошо зарекомендовали себя центры амбулаторной онкологической помощи. К 2023 году в Якутии будут работать 18 таких центров, приводятся его слова. Также в планах внедрение жидкостной биопсии при раковых опухолях легкого, совершенствование методов лечения, системы реабилитации и паллиативной помощи. Кроме того, планируют расширить проект «Онкодесант» для выявления онкобольных в районах, в том числе северных и арктических. Логотип «Году матери», разработанный Конгресс-центром совместно с Минтруда региона, утвердили в республике. Образ матери, прародительницы рода и хранительницы очага издавна почитается и оберегается якутским народом, поэтому в создании логотипа приложен труд не только дизайнеров, художников, но и историков, ученых, народных мастеров, говорится в сообщении. При разработке орнамента изучили и использовали специальную литературу по якутской символике. Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в год столетия якутской автономии объявил 2022 год Годом матери. Теперь к эпидобстановке. Еще 2506 человек, по официальным данным оперштаба, заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 1753. Среди антилидеров по районам по числу заболевших остается Мигино-Кангаласский. Там выявили 226 случаев заражения. В Алданском районе 77, в Мирнинском 70, в Намском 46, в Усть-Алданском 42, в Чурапчинском 37, в Нерюнгринском 36, в Кангаласском Улусе 34 случая. Еще в 16 районах от 1 до 26 случаев заражения ковидом. А накануне плавательные бассейны Чолбон и Самородок приостановили свою деятельность. Такая мера связана с ухудшением эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%. Напомним, согласно приказу Минспорта, в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации, да, от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, да, то есть термометрию проходят, и чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. В Хангаласском Улусе учителя выходят в рейды, выявляют детей, находящихся вне дома. В районе все учащиеся школ перешли на дистанционное обучение, а в детских садах организованы дежурные группы. Такой режим для школьников будет сохраняться на период обострения пандемии. В эти дни им необходимо соблюдать самоизоляцию, исключить очное общение с одноклассниками и друзьями, длительное пребывание на улице и в местах массового скопления людей. Для контроля режима самоизоляции педагоги школ и детских садов ежедневно выходят в рейды. Мы присоединились сегодняшнего дня. Выходим мы по графику один раз в день, дневное время. У нас район Кирзавод мы относимся к улицам, Строительная, Заводская и Комсомольская. Вот это наши улицы. При обнаружении детей либо на площадке, либо в подъездах мы с ними проводим беседу о том, чтобы они покинули это место, так как сейчас такая неблагополучная обстановка. И даем рекомендации родителям, чтобы дети самоизолировались, также соблюдали масочный режим. В Греции тем временем ветеринары и спасатели пытаются спасти клюворылого кита, который выбросился на берег. Предположительно, он не может вернуться на глубину из-за травмы. Подробности далее.
В Греции спасатели пытаются помочь клюворылому киту, который выбросился на мель. Все произошло на пляже в пригороде Афин. Накануне этому же киту длиной 3,5 метра помогли уплыть в море в соседнем районе, но он снова вернулся на берег. Млекопитающие обследуют ветеринары. У него обнаружили травму, и, скорее всего, именно из-за нее кит не уходит на глубину. Он ранен, вероятно, болен, и по этой причине он дезориентирован. Специалисты, занимающиеся китами, сказали, что он мог столкнуться с рифами и сломал себе клюв. Его дезориентация не позволит ему вернуться на глубину. Его состояние, к сожалению, постоянно ухудшается. Ветеринары лечат так, как требуется в подобных случаях. И мы ждем, когда ему станет лучше. Клюворыловые киты находятся под угрозой исчезновения, могут погружаться на глубину до 3000 метров. Они обитают и размножаются в морях Греции, но крайне редко приближаются к мелководью, поскольку очень пугливы. Каждый год греческим спасателям и ветеринарам приходится помогать 10-15 млекопитающим, которые оказываются на мели. К другим темам якутский фильм «Ит» появится сразу на 3 платформах 1 февраля. Альманах из 7 разножанровых историй о деревенских жителях сняли и Дмитрий Давыдов, и Степан Бурнашов. Картину «Ит» можно будет посмотреть на платформах Кион, Премьер и Винг с 1 февраля. Напомню, мировая премьера фильма состоялась на 37-м Варшавском международном кинофестивале. Якутская драма удостоилась 2 наград: специального упоминания жюри «Нетпак» и специального приза жюри авторам с формулировкой «За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь». Далее о спорте. Якутская «Заря» сыграла в ничью с дублем новой генерации в матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 6-6. В составе якутян дубль оформил Никита Рычков. По одному результативному удару нанесли Роман Аносов, Афанасий Федоров, Максим Юсупов и Станислав Сергунин. В данный момент «Заря» занимает 6-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка. В следующем туре якутские футболисты встретятся с липецким ЛКС. Матч пройдет 4 февраля. К этой минуте это вся информация. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Увидимся чуть позже.